На неделе появились новые признаки, что железная дорога из Китая в Узбекистан через Кыргызстан в очередной раз начнется. Она начинала строиться еще при Акаеве, потом при Бакиеве, потом опять начала строиться при Атамбаеве, и вот теперь ее снова начинают. Более подробно Андрей Токомбаев. Давний вопрос строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан обсудил на неделе президент Сооронбай Джейнбеков с министром транспорта и дорог Джанатом Бейшеновым, главой МИДа Чингизом Айдарбековым и руководителем госпредприятия «Кыргызские железные дороги» Василием Дашковым. Президент подчеркнул важность проекта для экономики страны. Но проект обсуждается уже более 20 лет, и участники строительства никак не договорятся о деталях. Почвой для разногласий служит в основном маршрут магистрали и ширина ее колеи. В Китае она на 89 мм уже, чем в СНГ. Что касается нескольких вариантов маршрута, они различаются стоимостью затрат на строительство и ожидаемой выгодой для сторон. Новая железная дорога восполнит Кыргызстану досадное отсутствие выхода к морю, сказал в интервью Пятому каналу публицист, автор книги и многочисленных публикаций об этом проекте. Китай — это как бы океан с этой стороны Западная Европа, Узбекистан, а с севера Россия, огромный океан, а с юга еще и Индия есть. Только дороги позволят нам открыть, реализовать все эти преимущества. И, конечно же, люди боятся, потому что до этого мы 70 лет жили, как говорится, не общаясь с большим миром, и вдруг в один день... Обсуждение проекта активизировалось в 2017 году. Тогда в конце декабря в Ташкенте прошли трехсторонние переговоры. Действовавший на тот момент посол Кыргызстана в Узбекистане Данияр Садыков сообщал, что на встрече принято решение по срокам реализации проекта, источникам финансирования и разработки технико-экономического обоснования. Окончательно определить маршрут железнодорожной ветки предполагалось еще в апреле 2018 года, но дальше благих пожеланий дело опять не пошло. Вот сейчас президент, мы очень радуемся, что он сказал, что начнем работу. И мы хотим помочь в этот процесс, чтобы без ошибки прошло это дело, чтобы без лишней волокиты. Потому что 30 лет мы об этом говорим, и противников, естественно, много. Первоначально предполагалось, что строительство дороги обойдется приблизительно в $2 миллиарда. Еще в 2002 году представители китайской стороны проекта разработали технико-экономическое обоснование и предложили маршрут. По Кыргызстану поезда должны были проезжать в Узбекистан через Туругарт, Джайлоу-Арпа, Узгенский и Карасуйский районы. Протяженность кыргызского участка в таком случае составит 268 километров. Такой вариант предполагает строительство с 95 мостов, 48 туннелей, общей протяженностью 50 километров. Но впоследствии был найден менее затратный вариант – путь через Иркиштам. Стоимость строительных работ в таком случае составит $500 миллионов. Это самый выгодный вариант, потому что чуть что сразу, если там немножко идет, как сейчас хотят через Кугарт сделать в обход, уже 2 миллиарда идет. Вот мнение по этому поводу одного из консультантов проекта. У нас тупиковая ситуация. Китай тоже не может выйти в Европу. Даже Китай. Но зато у него еще 3-4 тысячи лет тому назад это шелковый путь был, как раз шел по этому пути. Впрочем, не исключен и другой вариант маршрута, по которому железная дорога проляжет через Туругарт, Атбашинский, Акталинский, Тогусторуузский и Сузакский районы, рассказал корреспонденту Пятого председатель комитета по транспорту Торгово-промышленной палаты. Где-то около 500 километров железных дорог пройдет по нашей территории. И самое главное, я хотел бы удалению сделать здесь. Самые отсталые районы, это Акталинский и Тогусторинский районы, они будут очень активными. Для нашей республики они, насколько я знаю, дотационные районы. Они могут на это самообеспечение выйти и развивать транзит. Большая, чем в первом варианте, протяженность кыргызского участка железнодорожного полотна сулит большие выгоды для страны, подчеркивает представитель торгово-промышленной палаты. Плюс к этому еще юг-север объединяется железной дорогой. Это для нас будет очень выгодно. А вот после этого Иркиштам-Ош построить это легче будет. Политолог Бактыбек Саибаев тоже считает, что со временем должны быть реализованы оба варианта, поскольку и тот, и другой выгодны стране. Дело в том, что эта дорога имеет очень большое значение и с точки зрения геополитики, и с точки зрения геоэкономики. И интересы пересекаются. И надо добиться, Кыргызстану, допустим, надо добиться того, чтобы эти интересы были синергичными, чтобы они друг друга не аннигилировали.
Причина острого разногласия участников проекта в Китае и СНГ – ширина колеи железной дороги разная. В Китае принята самая распространенная английская колея шириной 4 английских фута и 8,5 дюймов или 1435 миллиметров. Она принята еще в 1846 году решением британского парламента. Распространена в Европе, Северной Америке, в Африке, Австралии, в Корее и на Ближнем Востоке. А вот в СНГ и странах Балтии, а также в Финляндии, Ирландии, Испании и Португалии используется стандарт, допускающий 3 варианта ширины – 1520 миллиметров, 1522 и 1524 миллиметра. Разница несоответствия ширины железнодорожного полотна умело использует Россия. Не секрет, что основные геополитические, геоэкономические игроки в нашем регионе – это Россия и Китай. Хотя, конечно, и Америка хотела бы участвовать, и в Западной Европе, но в последнее время в связи с событиями и в Америке, и в Европе им сейчас не до нас. А вот как ведет себя в этой ситуации российская сторона, говорит Саидбаев. У России не хватает средств вложить, допустим, в наш регион. С одной стороны, Россия не хочет терять этот регион, потому что исторически это все осколки бывшей царской империи, а потом Советского Союза. С другой стороны, у нее у самой слишком много экономических сейчас проблем, поэтому она вложиться, грубо говоря, в это дело или не может, или не хочет. Активизация усилий Китая по проекту железной дороги через Кыргызстан и Узбекистан вызвала на уходящей неделе обеспокоенность в Казахстане. Вот реакция на это Казахской национальной палаты предпринимателей. Для Казахстана это звонок, чтобы рассмотреть новые решения и принять более выгодные условия, чтобы привлечь больший транзит. А по мнению эксперта Института мировой политики и экономики при фонде Нурсултана Назарбаева, активизация усилий КНР по Южному транспортному коридору представляет собой одну из попыток руководства Китая ликвидировать экономические последствия, вызванные мировой пандемией. Дело в том, что после коронавирусной пандемии, конечно, многие говорят о снижении влияния Китая, о том, что Китай испытывает проблемы, в том числе также говорится о приостановке работы пояса и пути. Мы это наблюдали в том числе в заявлениях Ликотяна во время последних 2 сессий. Кыргызстан, как центральное звено будущего железнодорожного транспортного коридора, сейчас вовлечен в сферу экономических интересов КНР, ликвидирующей проблему экономического спада, вызванную мировой пандемией. У Китая давняя задумка сделать, это, в общем-то, достаточно выстраданная концепция, один пояс, один путь. Дело в том, что Китай страдает проблемой доставки товаров до Европы. Европа – это огромный рынок, больше 500 миллионов человек, с большой емкостью. А Китай сильно уязвим от морских путей, которые контролируют Соединенные Штаты Америки. Географически Кыргызстан находится на отрезке кратчайшего пути из Китая в Европу. Казахстан сейчас пытается оптимизировать процедуру оформления грузов на границе и сделать казахский участок железной дороги более выгодным для китайского транзита. Кыргызской же стороне радовать китайских партнеров пока нечем. 2 недели назад бывший глава госпредприятия Кыргызтемир Джилу задержан по подозрению в хищениях в особо крупных размерах. Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, 5 канал, главные итоги.